Привет, YouTube! И это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали! Такой красивый. Камера, мотор, поехали! Мэнни, Диего! У меня все нормально на голове. А с головой? Ладно, я пошел покакать. Я потерялся. Как там тебя? Машка, я Дашка. Еда. Обратно это Даша задает вопрос. Минимум бородой. Ангелы. Вопрос. Не только мужчина. Это там 3 шампура закажи. Остановись. Друзья, всем привет! Сегодня у нас долгожданный выпуск. Сегодня мы будем задавать опять вопросы касательно мужских аспектов жизни. И сегодня у нас в гостях Салман и Стас. Это непосредственные служители Господни, которые сегодня нам будут рассказывать про мужскую составляющую жизни. Это у нас Салман и Станислав. Они чуть-чуть расскажут нам о себе. Кто они такие, откуда они. Ну, начну, наверное, я с себя. Меня зовут Станислав. Живу здесь уже в Бишкеке, в Кыргызстане уже с 18 лет. Вот, прошло уже примерно 15 лет, как я здесь живу. Приехал сюда учиться, то есть я родом вообще с Узбекистана, но я приехал сюда, чтобы учиться. Здесь я уверовал, потому что я был неверующий, рос в неверующей семье, попал чуть случайно на конференцию и пережил встречу с Богом, вот, и я понял, что Бог реальный. В дальнейшем здесь закончил учебу, но понимал, что Бог призывает, чтобы я оставался здесь, хотя у меня была возможность уехать в другую страну, так как все мои родственники, включая мою родную маму, она живет в другой стране, но я понимал, что я должен находиться здесь, жить здесь, служить здесь. Вот, здесь я также работаю, у нас клиниковая компания, мы занимаемся бизнесом. Вкратце, в принципе, все. Меня зовут Салман. Мне почти 28 лет. Я приехал сюда с далекого солнечного Кавказа. И я уже с Господом, почти 10 лет. Даже сам не верю в это. Настолько это, как будто бы это было вчера. Я тоже занимаюсь служением, я являюсь одним из руководителей нашей поместной церкви в нашем городе. Я муж, у меня прекрасная жена. Сегодня это наши замечательные гости. И сегодняшняя наша тема, мы сегодня будем говорить о том, как вы понимаете, что такое мужчина по сердцу Божьему, как им стать. Первый, конечно же, мой вопрос. Как вы думаете, как вы вообще понимаете вот этот стих Писания «Муж по сердцу Божьему»? Насколько я помню, это местописание в книге «Царств», говорится, где Бог говорит, что избрал себе другого царя, то есть, и это имелось в виду про Давида, то есть, и в конце мы видим даже, когда заканчивается история про Давида, про его жизнь, то есть, Бог его называет, что несмотря на все его ошибки, несмотря на тот грех, который он сделал, то есть, он говорит, что это муж по сердцу Божьему. По крайней мере, когда я читал, и первые упоминания были как раз в этой истории жизни Давида. Тогда ты начинаешь смотреть, какой был Давид, что он делал, что он совершал, что действительно Бог, несмотря на все это, он просто его назвал мужем по сердцу Божьего. То есть мы можем оттуда как минимум взять определенные примеры и понимание, кто такой муж по сердцу Божьему. Я еще думаю, что полезно будет противопоставить жизнь Давида жизни Саула, потому что он был первым царем Израиля, он был избранным царем. И он вроде как неплохо начинал. Но если посмотреть на жизнь Саула, как она дальше развивалась, его вообще царство, то мы видим какие-то определенные конкретные моменты в его жизни, которые говорили о нем как не о муже по сердцу Божьему. То есть, по сути, полезно противопоставить, увидеть, что у Давида было хорошо и что у Саула, чего у Саула не было. Был, во-первых, человеком, который, на мой взгляд, явно искал человеческой славы, он себе памятники строил, он хотел, чтобы о нем говорили как о великом царе, его раздражало, когда о Давиде хорошо говорили, он злился, то есть он не мог радоваться успеху других людей, во-вторых, он не воспринимал критику. Недавно, кстати, размышлял об этом, вот как-то интересно совпало, я в последнее время много размышляю о жизни Саула и Давида и сравниваю их жизни. Саул после второго обличения, когда его Самуил обличил, что он неправильно поступил, что не выполнил полностью на 100% повеления Божие, он после этого никогда до смерти с Самуила не виделся с ним. Я раньше думал, что, это, наверное, Самуил не хотел с ним видеться, не приходил к нему. Да, спрятался от него. А потом я думал, Саул же это царь. Он мог сам прийти с этим раскаянным сердцем и сказать, да, я был неправ, прости, я хочу измениться, я хочу служить вновь Господу, я хочу быть ему послушным, но он этого не сделал до смерти Самуила. И это для меня такой показатель, когда ты не муж по сердцу Божьему, ты отдаляешь себя и отдаляешь от себя людей, которые могут сказать тебе правду, истину, даже неудобную, которая тебе не нравится. И как раз-таки у Давида с этим было все окей. С ним всегда был пророк, даже когда Давид прям косячил. И на самом деле, если так посмотреть, Давид похлеще косячил, чем Саул. По-человечески он делал такие ужасные вещи. Но рядом с ним был всегда человек, которого он не отталкивал от себя, к которому он прислушивался. Я думаю, что отчасти муж по сердцу Божьему — это человек, который способен к своим ошибкам, к своим недостаткам, к своим каким-то косякам относиться с смирением и говорить, да, я не прав был, я раскаиваюсь, и искать Бога в этот момент. Начали очень глобально. Обыкновенный вопрос. Что такое вообще настоящий мужчина, по-вашему?
настоящий мужчина, это кто? Когда я уверовал, 18 лет мне было, и я думаю, это для каждого парня такой возраст, когда он заканчивает школу и наступает уже такая взрослая жизнь, где он должен уже брать ответственность за себя, потому что одно дело, когда ты живешь с мамой. Я с этим столкнулся, и я благодарен, что именно 18 лет я уверовал, потому что я рос без отца, а его убили, когда я еще был младенцем, и поэтому я рос, и у меня не было примера, не было отца, не было примера настоящих мужчин, который бы показал, и меня воспитывала мама, воспитывала улица, и поэтому я все равно задавался вопросом, каким я должен быть, каким я должен стать мужчиной, и я смотрел на разные примеры. Я помню, как-то пришел, у меня был дядя, который просто раскритиковал меня за то, что я надушился. Он сказал, настоящий мужчина должен пахнуть конем, то есть потом, то есть и разные моменты, да. Потом разные другие примеры, где ты видишь агрессивных или мужчин, которые не могут брать ответственность. И я благодарен, что когда я уверовал, я благодарен за книжку, которую я прочитал, называется «Сын», и я понял, что мой Бог — это не просто Господь, Он еще является моим Отцом Небесным. И я действительно начал молиться и просить, чтобы Бог открывал, являл себя, открывал в моей жизни Отца. И во многих вещах я просто учился от Него, и до сих пор я учусь. Вижу, какую огромную работу Бог провел в моем сердце, потому что пример, скажем, Отца в нем, как у мужчины, у меня был очень большой букет отверженности. То есть я был и очень сильно в каких-то вещах ранимый, на меня не так посмотри, я сразу обижусь. То есть для мужчины это очень не свойственно. Или это перерастало в какую-то агрессию, вспыльчивость. То есть я не мог нормально построить ни с кем взаимоотношения. Я понимал, что все эти вещи я потом принесу в семью. Я благодарен за ту работу, которую он проработал в моем сердце, в моей жизни. То есть я сегодня удивляюсь, как ты можешь взаимодействовать со своей женой, как ты ее можешь любить, как ты можешь любить своего ребенка. По-настоящему я понимаю, что большим примером сегодня для меня был это мой Отец Небесный. Читая Слово Божие, читая жизнь Давида, разных мужей веры, того же самого апостола Павла, то есть они фактически сформировали, дали понимание, каким должен быть муж по сердцу Божьему. Кто такой настоящий мужчина, я понял оттуда, что это не тот, который приходит домой и говорит, там, все, надо тапки скинул, там, жена, принеси то или сделай то. Я понимаю при этом, что мужчина это должен брать ответственность, то есть за какие-то вещи. Наверное, муж по сердцу Божию это тот, который любит Бога, ищет Бога, тот, который прислушивается к Богу, послушен Ему, Его Слову. Муж, который способен по-настоящему взять ответственность за свою жизнь, принять волю Божью, то есть и взять ответственность за тех людей, которые Бог приводит в его жизнь. То есть в моем случае это у меня есть ребенок, у меня есть жена, то есть я не могу какие-то вещи скинуть на нее, я должен брать ответственность, то есть в семье, то есть Бог видит меня главой, так как это написано в Библии, то есть это глава, это не тот, который ходит, командует или требует какого-то отчета, а тот, который по-настоящему берет заботу и несет ответственность. Я вот сейчас слушаю историю Стаса, понимаю, насколько много общего. Я тоже 18 лет уверовал, стал следовать за Христом. Ну, несмотря на то, что я вырос в семье верующих родителей, для меня это ничего не значило до определенного момента, пока не приперло, как говорится. Когда вот тяжело, когда тебе трудно, ты начинаешь взывать к Господу и вспоминать все то, что родители тебе рассказывали о Боге, об Иисусе, о Его любви. Вообще, в целом, если взять вот эту сферу мужчины, для меня это болезненная тема долгое время была. Вот как Стас рассказывал, я был очень закомплексованный, боящийся всего человек, нелюдивый, потому что, ну, в целом я не был таким человеком душой компании там, и так далее. Наоборот, был очень стеснительным. Я не любил долго находиться в компании людей, которых я не знаю. Когда Господь призвал меня в свою семью, Он начал работать над этой сферой, потому что я очень этого хотел. Я понимал, что я хочу быть мужчиной. Я хочу быть мужчиной, вот каким Бог хочет меня видеть. Есть такой определенный стереотип о том, кто такой мужчина настоящий. Мужчина — это такой сильный, бородатый, накачанный командир там в доме. Жена у него просто, это его служанка. Она просто прислуживает ему. Обязательно он должен иметь авторитет на районе. И он не должен плакать никогда. То есть мужчина настоящий не плачет, он не пускает слезу. И вот у меня, конечно, я вырос, впитывая в себя вот это все, и думал, что настоящий мужчина — это вот он. Ну, конечно, я этому не соответствовал, потому что, ну, я просто, как я уже говорил, я был не из того теста слеплен. Но когда Господь призвал меня в свою семью, он начал работать над этим. И первое, что я хотел отметить, это вот брать ответственность за собственную жизнь. Понимать, что твоя жизнь, то, что ты сегодня переживаешь, вот сегодня, на данный момент, это все следствие того, тех решений, которые ты принимал ранее. В частности, он мне показал это в моей учебе, потому что я был вот таким, я всем всегда говорю, я болтусом был просто вот каких только поискать только. Потому что, ну, я учился ужасно, я ненавидел учебу. У меня, короче, плохие отношения были с учебой, и я не любил это дело. Но когда я уверовал, может показаться, все, сразу я стал крутым. Да, по щелчку я изменился. Нет, первый курс, я поступил в колледж, я уже тогда верующий, следую за Господом, хожу в церковь. Но как-то
учебу я не связывал с моей верой. Для меня это было что-то отдельное. Ну, моя учеба, моя работа, я думал, это что-то отдельное, это не духовная сфера. А вот есть духовная моя сфера, это моя церковь, то, как я там себя веду, как я молюсь и так далее. Там я читаю Библию. Но вот как-то мое дело, которым я занимаюсь, я не связывал с этим. Но Господь очень быстро начал выбивать это из моей головы и начал меня учить тому, что это все взаимосвязано. Я учился плохо, и в колледже даже мне дали такую кличку «Вторая пара». Что это значит? На первую пару я не приходил, а с последней я сбегал с гордо поднятой головой. И я помню, как сейчас, однажды я опять в очередной раз еду с третьей пару, убегаю, и я еду в автобусе и слышу, как Дух Святой со мной разговаривает. Он задает мне вопрос: Салман, ты хочешь быть светом этому миру? А я действительно, да, я тогда очень хотел влиять на людей, я хотел, я при любой возможности я рассказывал о Христе. Вот у меня есть какая-то возможность, я общаюсь, я обязательно расскажу о Христе, я очень хотел этого. Я говорю: да, конечно, Дух Святой. Он говорит: ну как ты думаешь, каким ты светом являешься для своих сверстников, для своих однокурсников, имея такое отношение к учебе? Ты для них пример? Я такой подумал: наверное, немножко нет. В тот момент я все понял. Ты понимаешь все без слов лишних, да. Ты понимаешь, что тебе нужно измениться в этом. Я просто стал просить Господа о помощи, потому что я сколько в своей жизни пытался в этой сфере измениться, у меня ничего не получалось. Я настолько вот в этом плане был бессилен, что я просто говорил: Господи, я хочу измениться, но я не знаю как. Бог подвел меня к этой переломной точке в моей жизни. Экзамен по анатомии. А я на анатомию вообще не ходил. Ничего не знал. Ноль. Ничего не знал про анатомию. И у нас экзамен, и я молюсь. Стою, у нас экзамен, сейчас мы готовимся зайти в кабинет, где нас будут принимать. И я стою, молюсь, я говорю: Господи, помоги, пожалуйста. Я прошу, ты же милостивый Бог, ты же любишь меня. Я прошу тебя, сделай так, чтобы я каким-то образом сдал. Да, расположение пусть будет. Я даже не знаю, на что я надеялся в тот момент. Я думал, честно, я думал, что мне просто скажут: да проходи. Красавчик, ты просто, мне так нравишься, у тебя такие красивые глаза. Как и следовало ожидать, я получил 2, залетел на пересдачу на следующий год. И я вышел оттуда таким злым на Бога. Я говорю: Господи, как так? Ты же Бог мой, я же молился тебе, я же просил тебя. И тут Дух Святой вновь начал со мной разговаривать. Он начал учить меня принципу: что посеешь, что пожнешь. Он мне просто задал вопрос: ты ходил на пары? Ты занимался? Нет. А чего ты ожидал? И в тот момент я сказал: все, я понял, Бог, я с этого момента буду делать то малое, что я могу. Я буду ходить на все пары. Для меня это была ломка просто первые дни. Я буду ходить на все пары и записывать все лекции. И с того момента моя жизнь просто вот стала меняться. Я совершенно другим студентом стал. Кто меня знал до, говорили: что с тобой стало? Тебя что там, отец побил, что ли? Или что с тобой стало? Как ты так изменился кардинально? В конце, когда я заканчивал колледж, мне один из наших главных преподов сказал: ты самый лучший ученик на курсе. Я понимал, это Божья слава. Я ничего не мог бы для этого сделать, но я просто тогда открылся к Божьему призыву. Для меня мужчина — это тот, кто берет ответственность за свою жизнь, не ищет виноватых в своих проблемах. То есть он не говорит: это вот он виноват, это вот Стас виноват, что меня выкинули из колледжа или что мне не дали ту или иную работу. С какими проблемами вы сталкивались на пути взросления или на пути мужского становления? Понимаешь, что если ты хочешь сам изменить себя и кем-то стать, то это невозможно без Бога. Зачастую я был таким человеком. Ты сначала пытаешься сам, а потом, наверное, доходит до тебя, что все-таки надо тебе смириться, прийти к Богу и просить у Бога мудрости и понимания вообще, как тебе меняться, двигаться, и ты еще раз упираешься, что ты без Бога ничего не можешь. У меня зачастую было так, что какие-то проблемы приходят, ходишь целую неделю, пытаешься решить эту проблему, просишь совета у людей, а потом понимаешь, что все, что тебе нужно было, научиться приходить к Богу и взывать к Богу. Поэтому, когда читаешь Давида и понимаешь, что когда пришли филистимляне и хотели напасть на него, то есть он первым делом пришел и начал задаваться вопросом у Бога: Господь, а стоит ли мне выходить против филистимлян? И Бог ему сказал: иди, я предам их в твои руки. То есть, и он во всем полагался на Бога, совет искал у Бога и надеялся на Бога. Второй момент, конечно, это прежде всего признать. Потому что я, когда пришел, мне казалось, я сам знаю, как мне быть, кем мне быть, куда мне идти, какой я есть. Все вокруг должны меняться, как Салман сказал, а я в самую последнюю очередь. То есть надо признать, быть честным и признаться, что в основном это проблема в тебе. Признать, что даже ты безответственна. Потому что когда я только уверовал, мой старший брат уехал на служение, и я должен был проснуться, попасть на служение, но я этого не сделал. У меня были страхи, мне казалось, как я сейчас выйду, доеду, и куча себе отговорок нашел, я даже отрепетировал. И когда брат позвонил, сказал: почему тебя нет на собрании? Я ему сказал: я не знаю, как добраться, это незнакомый город. И он просто мне ответил: слушай, у тебя же есть язык, ты мог подойти на остановке и спросить, как тебе доехать. И вся жизнь моя складывалась на то, что я находил какие-то отмазки, отговорки. И в тот момент, как будто его слова, сам Господь проговорил в моем сердце, что действительно я же мог, если быть честным.
И я понял, что с этого момента я должен научиться быть честным и в каких-то вещах, ошибках не искать виноватых других, а признать, что это ты виновен. Ты сделал неправильные вещи, то есть взять ответственность. И я помню, в один момент он поручил какие-то вещи, чтобы я сделал, но я это не сделал, и он также сказал, ты безответственный. И я понял, что с одной стороны это больно, неприятно слушать, но с другой стороны я понимал, что этот человек говорит по факту. И все, что мне нужно было, это признать и увидеть. Почему-то я в тот момент решил, что я хочу меняться. Я помню, это первая молитва, когда я пришел, говорю, Господь, да, я признаю, что у меня куча страхов, я признаю, что я безответственный, то есть я могу подвести, но я хочу с этого момента стать другим. Я хочу стать ответственным. Я прошу, научи меня, помоги мне стать. Когда человек желает и хочет учиться, я понимаю, что Иисус это самый хороший пример, который Он показал на этой земле. Я понимаю, что вот у кого мы должны учиться. Читать Слово Божье, читать Евангелие, читать, как жил Иисус, как говорил Иисус, что Он делал. И Он показал пример явный сердца Божье. Трудности были в том, что пока человек понимает, что он типа, да я сам знаю, как мне быть, каким я хочу быть, да, то есть невозможно ему поменяться или к чему-то двигаться. В этот момент, какой бы ты ни имел багаж знаний, может быть, эти знания, они классные, хорошие, мудрые. Отставить все это и сказать, Господь, Ты научи меня быть тем мужем, который тебе угодно. Одной из трудностей было это лютый страх мнения людей, что обо мне подумают. Да, я так этого боялся, и у меня вообще в целом был просто безумный страх сцен. Я понимал внутри себя, где-то в глубине, что я призван проповедовать. И это не то, что это были мои амбиции, я этого прям очень хотел. Я рвался там к микрофону, дайте мне проповедовать. Нет, это вот какое-то внутреннее понимание было, что это мое призвание. Почему-то у меня было такое какое-то дурацкое представление, что в какой-то момент на меня снизойдет какая-то сила с космоса, там, не знаю, с небес, там, Господь посыпет на меня что-то, и я стану просто таким бесстрашным проповедником, которому вообще все равно то, что там люди подумают и так далее. Но у Господа был другой путь для меня. И тоже мой любимый колледж, там Господь очень меня многому учил. Одним из таких уроков было выступление на открытом уроке при всем курсе. Я даже тогда не подозревал, насколько я боюсь сцены. И когда я выступал на этом открытом уроке, я просто чувствовал себя ужасно. Я все забыл, у меня все пересохло в горле. И я чувствовал себя отвратительно, как будто на мне из одежды только, извините, мои трусы. Да вот так я себя ощущал тогда, и мне казалось, что просто на меня вот так все смотрят, видят все, что со мной происходит, что я там боюсь, забыл все. Я вышел оттуда с обещанием, что я больше никогда не буду выступать публично. Нигде, никогда. Я сказал, Господи, ты же понимаешь, что это не мое. Ты сам видишь. Я не буду этого делать просто. Это не мое. Я буду служить где-нибудь тихо, там, за сценой, где-нибудь, чтобы меня не видно было. Но опять же, у Господа были другие планы на меня. И через небольшое время совсем мой преподаватель, она говорит мне, у нас еще больше конференция грядет. Там будут вообще прям чуть ли не со всего города, с департамента, будут какие-то крутые там профессоры и так далее. И она говорит, ты будешь выступать там. Вот и когда она это объявила, я думал, что она точно меня не выберет, потому что я облажался на открытом уроке, и она каким-то образом меня выбирает, говорит, ты будешь выступать там. Я долго упрашивал ее, говорил, пожалуйста, не надо, вы же видели, у меня это плохо получается, это не мое, тем более, тут еще больше людей будет гораздо. Совершенно другой уровень, я же опозорю вас. Она говорит, нет, давай, тебе надо. И я просто тогда понимал, что это Господь, за этим стоит, это не она. Я помню, я столько молился, я прям брал Исаия и цитировал это место, что я с тобой, куда бы ты ни шел, не бойся, это всего лишь люди, у них дыхание в ноздрях, то есть кто ты, что боишься человека и забываешь своего Господа. Я просто провозглашал, потому что для меня это было вот как будто бы я иду на битву с Голиафом. У меня все получилось, я, конечно, переживал, но с того момента я понял, что ни в коем случае нельзя бежать от своих Голиафов, от своего страха, какой бы он ни был. Нужно наступать на этот страх, нужно идти навстречу. Подобно Давиду, он не испугался Голиафа. Я думаю, что у него был страх. В любом случае, когда на тебя трехметровая махина идет, наверное, немножко, небольшой трепет, но я уверен, что у него было понимание, что Господь со мной, потому что он проводил с ним время. И я тогда тоже утверждал свое сердце, что Господь со мной, куда бы я ни шел. Это было отправной точкой для моих дальнейших побед в разных других сферах, где меня посещал страх. И до сегодняшнего дня я борюсь с разными страхами, помня об этом случае в моей жизни, об этом моменте, когда Господь исцелял мое сердце. И я понимаю, если бы я тогда не переступил свой страх, я бы не мог сегодня заниматься тем, к чему меня Бог призвал. Я бы просто не смог этого делать. Вопрос у меня такой. Какие вы думаете самые основные черты у мужчины? Чем мужчина отличается от женщины? Я думаю, что эмоциональная стабильность. Может, кто-то со мной поспорит, но все-таки я считаю, что... Мужчины более, менее. Да, напишите в комментариях, если вы не согласны со мной. Да, я думаю, что да, мужчины более эмоционально стабильные. Когда какие-то там потрясения случаются в жизни, женщины, им свойственно немножко давать слабину, эмоциям своим волю давать. Да, вот что-то типа этого. Мужчина, он более стабилен,
он способен выдерживать какие-то такие трудные моменты. Ну, в целом, как минимум, внешне мужчина отличается от как женщины, минимум, как да. Соломон сказал, да. Вычисли день, да, строить, тоже здесь женщина. Да. И я думаю, самое классное, когда каждый находится на своем месте. Мужчина будет мужчиной, женщина будет женщиной. Просто действительно искаженные иногда представления о мужчине, как говорил до этого Салман, что кажется, что мужчина не должен плакать. То есть, но мы видим Христа, который, он плакал. Сказать, что он не мужчина, это полный бред. То есть Иисус имел огромное сострадание к погибающему народу. Он умел сострадать, он проявлял чувства, то есть он мог сказать, проявить это словами, проявить это действием, то есть обнять. Ты понимаешь, что это вообще отличается от понятия как мужчина в этом мире. То есть я видел кучу мужчин, которые они не могут проявлять какие-то чувства, кажется, что они будут проявлять какую-то слабость, если проявлять чувства там, к своему ребенку или к жене, там обнять ее, поцеловать ее, особенно при людях, скажем, там обнять для них это кажется что-то совершенно ненормально. То есть, но мы видим, что все эти мужи Божьи в местописании, когда мы читаем или Иисус, то есть он не был таким, то есть он не был агрессивным каким-то, скажем, таким злобным человеком, то есть он мог проявлять по-настоящему доброту, то есть любовь, милость, сострадание. Еще одна вещь, которая мне пришла сейчас в голову. Я этого не понимал, и мы с моей супругой дорогой из этого бодались долгое время. Я потом понял, что оказывается женщинам, чтобы что-то понять, чтобы в чем-то разобраться, об этом нужно несколько раз поговорить вслух, произнести это. И я злился иногда на Лизу, я говорил, зачем ты это говоришь постоянно? Ну, может, уже оставим это, может, тебе нужно отпустить это. И она сама этого не понимала, но потом она узнала от одного человека, от одной женщины, очень зрелой, мудрой, и она ей сказала, что это нормально, женщинам свойственно это. Им нужно, чтобы разобраться в каких-то своих чувствах, разобраться в каком-то вопросе. Им порой нужно это много раз озвучить. Мы, мужчины, в этом плане другие. Ну, я по себе могу сказать, что мне не нужно озвучивать постоянно что-то, чтобы в чем-то разобраться. Я, наоборот, люблю так сесть, замкнуться в себе, в чертогах своего разума, да, и просто подумать о каких-то вещах, но мне не обязательно это говорить. Кстати, очень важно понимать, оказывается, особенно в браке, чтобы на этом фоне у вас не происходили постоянные стычки. Потому что у нас вот так и было в браке, что мы постоянно ссорились из-за этого. Я говорю, да оставь это, ты меня не понимаешь, ну, все такое. Какие черты характера вы в себе культивируете, как в мужчинах, и какие черты характера необходимы настоящему мужчине? Я скажу так, это может странно прозвучать, но одним из свойств для мужчин важным является мягкость. Хотя кажется, ну, мужчина должен... Да, такой жестким, мужчина, твердым. ну да, схватить свою жену, там, потереть ее за голову. Там. Но на самом деле я это понял в себе, что Господь очень хочет сделать меня более мягким. Потому что я порой отношусь к своей жене так, как я бы относился к своему другу, мужчине. Но на самом деле так важно иметь вот это мягкое сердце. Потому что у Иисуса было мягкое сердце. Он написано, он сам говорил о себе, я кроток и мягок сердцем, или смирен сердцем. И это то качество, которое, я считаю, должно быть у мужчины. Он должен быть мягким. Ну, я не говорю, что мягкотелым, что он такой весь такой. Я имею в виду, да, что он такой прям вот, что тут происходит, ну, что паник такой, нюня распустил. Я имею в виду, что он умеет проявить какую-то чуткость, особенно к женщине, он умеет проявить какое-то понимание. Но это не все, что должно быть у мужчины, конечно. Да. Ты должен быть мягкий. Да, мягким будет, да. Такой дядька с бородой. Да, это я говорю, это очень так парадоксально звучит, но это важно, я считаю. Для меня, наверное, чтобы мужчина развивал в себе такие качества, быть двигателем. Скажем так, даже как честь для мужчины, что Бог ожидает, что мужчина будет в каких-то вещах первый брать ответственность, делать какие-то шаги, и, может быть, какие-то удары будет получать, прежде всего, мужчина. То есть, но он должен быть способным это выдержать. И я понимаю, что когда я в начале пути, я не был таким. То есть я мог быть человеком, который постоянно жалуется, скулит на свою жизнь, на страну, на то, что нету денег, да. И я признался, что у меня не было финансов, но я внутри возревновал. Да, Господь, я, может быть, сегодня не имею этих денег, но я не соглашаюсь с этим. Я хочу быть человеком, который будет способен брать финансовую ответственность не только за свою жизнь, но и за свою семью. И я просто ставил цели, молился. Не пришел ответ за один месяц или даже за год. Потребовалось определенного времени. Но это время было благословенным для меня, оно научило. То есть, если даже чего-то нету у тебя, это не значит, что крест, это не значит, что невозможно. Наоборот, это возможность явить Богу в твоей жизни славу. Бог ожидает, что мужчина начнет, то есть в духовной сфере, то есть он должен брать ответственность, искать Бога, молиться, получать видение на свою семью, на свою жизнь. То есть потом в финансовой части, когда я женился, у меня не было такой возможности
возможности, чтобы там, я не знаю, даже отдельно снять жилье, и где бы мы жили со своей женой. То есть мы жили с 3 семьями, мини-общага была. То есть, но я не соглашался с этим, я постоянно приходил, молился, я говорю: Господь, я хочу больше зарабатывать, я хочу, чтобы у нас было собственное жилье. И потом за какое-то время Бог все это приходил своим ответом и благословлял, и давал все эти вещи. Также физическую активность, то есть Бог ожидает, что не просто ты пришел, жена там, как Салман говорит, должна убираться, должна готовить, то есть ты берешь ответственность за практические сферы своей семьи, а не так, что ты возложил все на жену, и жена все это должна делать, а я вот зарабатываю деньги и все. То есть, несмотря на то, что да, я какое-то время, помню, работал, жена не имела возможности работать, то есть, но это не значит, что она все это делала. Также приходил домой и помогал, и я понимал, что сегодня, да, может быть, она не работает, но будет время, когда она сможет пойти на работу. Просто она не буду родила. работать. Нет, я с этим, конечно, не соглашаюсь. Я хочу, чтобы работа была всегда. Она просто тогда родила, и она была в декрете. До сих пор я помогаю, например. Сейчас она работает, несмотря на то, что я работаю. Если я пришел домой раньше, я вижу, что если еды нету, я спокойно беру, готовлю еду. Понимаю, что жена придет уставшая, и было бы ей приятно, если она поест, например. Или у меня нету сил, я просто возьму, закажу еду, то есть и мы можем спокойно поесть. А еще одним качеством для меня является, которое нельзя не озвучить, хотя у меня оно хромает немножко, это верность словам. Это очень важно для мужчины быть человеком слова. Ну, конечно, не только для мужчины, я понимаю, что и для женщин это важно, но мне кажется, для мужчин это особенно важная сфера, потому что она особенно хромает. Есть такое даже выражение: пацан сказал, пацан забыл. И над этим все смеются, прикалываются, но на самом деле это серьезная проблема, да, от которой страдают многие люди. Когда ты говоришь что-то, ты должен понимать, что ты должен это сделать. Ты не можешь быть человеком, который там, ну, я это сказал, наверное, я это сделаю, а может быть и не сделаю. Это касается каких-то решений семейных, что вы договорились там куда-то выйти вместе, или провести время вместе, или я там сказал, пообещал, что я вот это сделаю, я там починю кран в доме. Я должен это сделать, я не могу завтраками кормить свою жену. Это очень важное качество, я думаю, что над ним многим мужчинам нужно работать. Ну, мне, в том числе мне, я понимаю, что это та сфера, в которой Господь хочет поработать во мне. Самое хорошее качество, я сегодня, сейчас слушая Салмана, понимаю, иметь сердце слуги для мужчин. И кажется, как это? Это женщина должна быть слугой, прислуживать, помогать. Но явный пример показал Иисус. То есть он был слугой. То есть и для меня это запало, что это одно из важных качеств на то, как обращает Бог. И поэтому я не должен это игнорировать. И поэтому внутри, я помню, как-то запало, чтобы я развивал в себе это качество, быть слугой. И быть в каких-то вещах, с одной стороны, ты глава семьи, так как Бог возлагает, и в Библии это написано, но при этом я очень двигаюсь как слуга. И если ты любишь, заботишься, как раз это ты делаешь с позиции характера или с позиции сердца, того, что ты служишь своей семье, ты служишь жене, то есть ты готов в каких-то вещах ей помочь и послужить, а не так, что сидишь и только требуешь какие-то вещей, да, чтобы тебе давали, прислуживали. Я делаю эту лазочку. Да, поэтому я думаю, каждому мужчину было бы хорошо развивать в себе это качество. Наверное, качество доминирования в плане каких-то власти, может быть, проблем в этом нету, но я очень мало видел мужчин, которые могут быть, с одной стороны, и начальниками, скажем так, главными, но у них хромает то, что они не могут иметь качество слуги. То есть вы делите свои обязанности, нет такого, это мужское, это женское, вы своим женам везде помогаете. Это такой процесс, который со временем ты учишься, и ты видишь, и, например, я не люблю что-то делать, какие-то вещи, то есть, ну, если надо, я возьму это сделаю. Но жене, это моей, например, она любит это сделать. Например, я не люблю развешивать, скажем, белье, когда постирали, если возьмем откровенно. Но для моей жены это не трудно, она делает. Зато ей, например, не нравится мыть посуду. А для меня это просто, я радуюсь. Я просто мою посуду, и я просто так расслабляюсь. И мы просто научились где-то чувствовать друг друга, слышать друг друга, что то, что, может быть, ей сейчас это тяжело, мне это не трудно, лучше я пойду сделаю. А если где-то мне что-то меньше всего нравится, зато она берет и делает. Но если прям надо, конечно, ты пойдешь и сделаешь, хоть несмотря на то, что это тебе тяжело, трудно или тебе не нравится. Если ты по-настоящему любишь, ты не будешь на эти вещи смотреть. Я абсолютно согласен со Стасом. У нас вообще такая ситуация сложилась. Мы когда только поженились, у меня первое время не было стабильной работы. А у жены была стабильная работа, она прям полное время работала, а я так урывками. То там работа, то тут работа. Я хотел очень, но у меня не было. И было бы
очень неуважительно, некрасиво с моей стороны требовать от моей жены, чтобы она вот пришла с работы и потом еще прислуживала бы мне. Готовила, стирала бы, убирала. Я в этом плане имел какое-то такое здравое понимание, что, ну, раз она работает сегодня, а у меня нету стабильной работы, я возьму на себя домашние обязанности. То есть буду готовить, буду убирать дома, буду стирать там, ну, буду делать то, обычно, по идее, это должны женщины делать. Хотя я на самом деле так не считаю, у нас вот все упирается в то, как мы договорились. То есть я могу без проблем посуду помыть, полы помыть там дома, пропылесосить. То есть для меня это не зазорно, я не считаю себя там не мужчиной от того, что я пылесошу, там все, я потерял свое достоинство. Да, плачу, я теперь не мужчина, что обо мне скажут. Ну, то есть вот этого нету. Да, где-то что-то мне не нравится делать. Я там, допустим, гладить, я терпеть не могу. Ну, я вообще, будь моя воля, ничего бы никогда не гладил. Но моя жена меня не выпускает из дома, пока у меня не будет глаженная футболка. Я говорю, ну, раз ты этого хочешь, окей. Спасибо. Спасибо, да, погладь, да. Посуду тоже мне вообще абсолютно нормально мыть посуду. Да, она этого тоже не любит. Ну, как бы мы договаривались. Я не считаю, что есть какие-то. Вот это только для женщины, а это только для мужчины. Ну, наверное, рожать. Это все-таки Ну женщина. да, наверное, Да. все-таки лучше не делить эту обязанность. Да, как-то женщина Да, лучше попросите женщину, да. Можешь родить, пожалуйста, мне тяжело. Да, ну и таскать какие-то супер тяжести. Да, Я понимаю, это- так как женщина, она более немощное создание. Да, Я, учитывая это, я стараюсь не давать ей арбузы приносить домой. Жена у меня, видимо, из-за того, что она также росла без отца, она имеет такое свойство всегда что-то сделать сама. Да, И да. приходится ее останавливать, говорить, так, положь, я сам То же возьму, самое. я сам поднесу, я сам отнесу и сделаю, да. В начале отношений, вот в стадии зачатка каких-то отношений, когда там у мальчика с девочкой есть симпатия, как себя должен вести мужчина? Потому что в современном мире это настолько сильно искажено, да, то есть там парень должен платить за маникюр, парень должен там обеспечивать всем, хотя они просто общаются, или там наоборот парень такой, ты взрослая независимая тетка, там давай пополам счет. То есть вот такие маленькие практические аспекты, как себя до вступления в брак, до вступления в какие-то серьезные отношения, когда вы уже такие, все, мы там через какое-то короткое время женимся, как себя должны вести настоящие мужчины? То есть должен быть баланс. Да. Не надо висеть над девушкой, там, задаривать ее, там, мучить ее своим вниманием, с одной стороны. Ну, хотя, с другой стороны, вы влюблены, вам уже как-то говорить, сколько вам времени проводить друг с другом, ну, это странно. Но для меня это нормально, когда ты ухаживаешь за девушкой, платишь за нее и так далее. Хотя, ну, есть такие крайности, типа, вот мы пока не поженимся, я там копейки на нее не потрачу. Ну, я думаю, ну, ты не поженитесь никогда. Ну, да, это как бы странно для меня. Ну, мужчина это тот, кто ухаживает, тот, кто там поливает этот цветок. Это нормально, что ты делаешь это до брака. Цветку цветы даришь. Да, цветы там даришь. Хотя у нас, опять же, была с женой другая ситуация из-за того, что я был не самый богатый парнишка. Получалось даже так иногда, хотя я жутко из-за этого комплексовал, что она платила за меня в Ну, кафе. скажешь, цветы дарила. Нет, цветы не дарила, да, но Лиз, надо цветы в салон подарить как-нибудь. было такое, да. Я как бы сейчас не стесняюсь об этом говорить, я понимал, такая ситуация была, я понимал, что это изменится. Но это не пример для подражания, это просто такая ситуация была. Я просто к тому, что бывают разные ситуации в жизни, не всегда бывает все так, как вот должно быть, что мужчина, он там вот раскидывается деньгами, а женщина просто купается в этом. У меня просто прекрасная жена, которая вообще не считала это чем-то таким, да, зазорным, что вот она заплатила за меня. Иметь мудрость и иметь баланс. И если даже мужчина может что-то оплатить и дать, не обязательно это делать какие-то крупные, я не знаю, затраты, суммы. Недавно мне жена напомнила, говорит, когда ты позвал меня первый раз в кафе, то есть это не какой-то был крутой, самый дорогой ресторан, но позволить себе каждый парень все-таки сможет, скажем, не самый дешевый, но хороший, приличный, то есть, да, я помню, мы даже пошли в кофейню, или в пиццерию, я уже не помню. Вот. Странно, что не в корейскую кафе. Да. Когда я ее пригласил, я просто подарил одну розу. Не надо тебе покупать миллион роз, скажем так, показывать, сколько у тебя денег. Просто одну красивую длинную розу, то есть он подарил и говорит, ей это было приятно. Мне кажется, что порой парни настолько хотят впечатлить свою возлюбленную, что они балдеют не от своей возлюбленной, а балдеют от того, какие они прекрасные парни. Вот, кстати, это было моим большим желанием. Я так хотел впечатлить свою возлюбленную, и вот не было возможности. И Господь во мне это прям вломал. Ты, конечно, красавчик, но не в это все упирается. И я не хочу, чтобы ты балдел от себя, какой ты крутой мужчина, я так ухаживаю. У меня была простая машина, Жигули. То есть у меня не было У тебя каких-то... уже машина была? Но была машина, да.
которое мне от отца досталось. Иногда мы просто хотим балдеть от себя. Поэтому да, вот в этом нужно быть таким мудрым, выдержанным. Я когда только уверовал и начал знакомиться с верующими, и я помню, одна была девушка, она была примерно моего возраста, причем я не имел к ней какие-то симпатии, но она была очень, скажем, такая, ну, симпатичная, то есть многие братья, то есть парни на нее засматривались, а мы с ней познакомились через моего брата, и мы общались, и для меня просто было все интересно, и я задал таким вопросом, вот говорю, ты всю жизнь верующая, я говорю, а у вас какие, то есть, ну, я не знаю, запросы или какие ожидания, то есть какого ты хотела бы видеть, да, мужа. И она начала перечислять. Ну, я хотела бы, чтобы он был старшим служителем, у него была машина, у него был бизнес. Я задумался, а чем отличается от этого мира? Запросы определенные какие-то. То есть она не сказала, чтобы этот человек был верным Богу, любил Бога, или там, я не знаю... Хотел поехать в Мозамбик. Да, или она влюбилась в его какое-то служение, в котором он взаимодействует. То есть на какие-то такие практические бытовые вещи. Печально, конечно, история закончилась этой девушки. Немножко не соответствовал, да? Практические шаги молодым парням. Как им возрастать в каких-то божественных чертах характера? Я думаю, что просто изучать жизни в Писании, в Слове Божьем, изучать жизни мужей Божьих, которых Господь назвал мужами Божьими, праведниками, изучать их жизни, смотреть на их характер, смотреть на их поведение. Вот мы сейчас говорили о Давиде. Ну, он был мужем по сердцу Божьему. Кого, как не его, изучать и анализировать его жизнь. Когда мы смотрим на их жизнь, мы понимаем, что вот это настоящий мужчина. Там есть, конечно, примеры того, как не следует поступать, но это тоже нам дано для того, чтобы мы понимали, как нам не следует поступать. Это один из советов, который я бы дал, это смотреть на праведников. Я добавлю вот то, что Салман сказал, то, чтобы в каждом человеке, будь то это мужчина или женщина, чтобы в каждом человеке, Бог этого сам хочет, появился характер Христа. А это неизбежно приведет к тому, что ты будешь либо мужем по сердцу Божьему, либо женой по сердцу Божьему. В это и упрется, что ты человек, человек слова, скажем, который, если сказал, он это сделает. Таким был Иисус. То есть человек, который способен быть слугою. То есть Иисус был слугой. То есть человек, который способен брать ответственность. То есть, и я понимаю, упираясь в того, что важно обзавестись характером Божьим. То есть чтобы Христа было больше в твоей жизни, чтобы его характер проявлялся в твоей жизни. Тут сказал же, что вы без меня ничего не можете делать. Я думаю, что важно еще понимать, что такое пребывать в Слове. Потому что Иисус сказал, что вы, если пребудете в моем Слове, то вы, по сути, во мне пребываете. Это одно и то же. Я в своей жизни это вижу. Как только я перестаю в Божьем Слове пребывать, что это значит? Это я перестаю вникать в Слово, я перестаю его говорить своими устами, я перестаю размышлять над Словом, у меня ничего не получается. Вот просто ничего не получается. Я очень хочу быть и таким, и вот в этом на Иисуса похожим, и вот в этом похожим. Не могу просто. Понял, что очень важно нам размышлять над какими-то, вот как Стас сказал, вот, чертами характера Иисуса, провозглашать какие-то места Писания, говорящие обо мне как о муже Божьем, о том, что я праведен, что я свят, что я избран Богом, что я царь и священник, я не хвост, я не болтаюсь по ветру в зависимости от обстоятельств, я человек, который способен принимать решения, я могу сказать своей плоти нет, то есть это все в твоих руках. Но пока ты в этом стоишь, пока ты это ежедневно провозглашаешь, ты пребываешь в Иисусе, и тогда его жизнь, она через тебя проявляется. Это не так, что ты один раз это сделал, как-то принял, и все, и потом, все, Иисус, спасибо, дал мне какой-то там, не знаю, секретный камень, да, или что-то, и я пошел с ним горы сворачивать. Это постоянная связь. Супер популярная темка слово пацана. Все вот эти пацанские движения, все вот эти же есть, ауф. Как бороться с влиянием мира, с какими-то твердынями этого мира парням, которые хотят на самом деле не быть такими аушными чувачками, которые там держат 3 района, а на самом деле, которые хотят что-то восхитительное в этот мир принести. Ну, вообще, действительно, определить, кем ты хочешь быть, куда ты идешь, на кого ты смотришь. То есть все эти фильмы, они показывают эти образы, скажем, реальных пацанов, каких-то крутых, скажем. И многие молодые сегодня смотрят эти фильмы и хотят подражать им. У меня единственный кумир — это мой Иисус Христос, которого я люблю. Мне нравится, как Иисус говорил, как Иисус жил, как Иисус поступал. Поэтому я всегда читаю Слово Божие, читаю Евангелие, истории про Христа, как Он поступил, отреагировал на ту ситуацию, или как Он себя вел, что Он делал. То есть я всегда смотрю на Христа, на начальника и совершителя веры. И только посредством Слова Божьего можно какие-то вещи разбивать твердыни, то есть какую-то ложь. И ты понимаешь, что со словом пацана вообще ничего нет общего со Христом. Да. И слава Богу. И мы должны смотреть на Бога, на Иисуса и учиться у Него и подражать Ему. Я думаю, что очень хорошо отвечает на этот вопрос также место из Библии. Не сообразуйтесь с этим веком, но преображайтесь, обновляя ваш разум. Это когда ты не вникаешь в это, ты не проводишь часы за просмотром всякой ерунды, потому что этого сейчас очень много. За наше внимание идет борьба, идет война,
И мы сегодня только выбираем, что мы будем смотреть, что мы в себя впитывать будем. На самом деле, настолько в наши дни стало легко принять что-то не то, съесть какую-то отраву, нужно и очень важно быть бдительными постоянно, чтобы вот эти как раз-таки принципы или вот эти стереотипы о том, кто такой настоящий мужчина, в нас не вошли через всякие вот такие сериалы «Слово пацана» или там какие-то фильмы, или просто когда ты листаешь ленту в ТикТоке, мы порой думаем, что на нас это не влияет, мы же верующие, ну, я вообще там, я такой крутой. Ну, мы в мире этом живем все-таки, мы не переместились сразу на небеса, мы в мире живем, и нам очень важно отдавать себе в этом отчет, что мы должны хранить свое сердце, а через глаза в наше сердце многое может войти. Не смотреть на вот это все, потому что этого много, но смотреть на Иисуса. И смотреть на Писание, Больше да. всего хранимого храни свое Да. сердце. Я уверен, что это упирается в то, что мы слышим, видим, и то, что мы потом говорим. Я был жертвой этой системы, я бы сказал так, поэтому у меня никогда не было желания быть частью. Я не восторгался этим. Может быть, у меня было где-то, я там засыпал, когда по ночам представлял, как я всех этих братьев на районе луплю, а романтики по отношению к этому у меня не было никогда. У меня, конечно, было тоже тяга к этому, может, как-то наследственно, потому что у меня отца убили, он был физически таким крепким, его все уважали, боялись. Я помню даже, когда я был маленьким, в школе учился, и все узнавали, кто мой отец, все его знали. Меня с 3 школ выгоняли, то есть у меня с поведением было очень Дебошир, плохо. да. Да, я Снегу танцевал там, на паре. мы могли, да, то есть мы постоянно дрались там школу на школу, мы ходили в разные районы, все это я как раз переживал. Но когда я уверовал, это кардинально все поменялось. Действительно, вот это все модно звучит, там, деньги, там, тачки, деньгами сорить, то есть, но Иисус это, может быть, для многих не популярный, но для меня он стал популярным, и я смотрю на него. Делайте в вашей ежедневной практической жизни, чтобы оставаться мужчиной по сердцу Божьему. Ну, как сказал Салман, хранить свое сердце, оберегать то, на что ты смотришь. То есть, как ты убираешь взор от Христа, то есть ты перемещаешь этот взор, все равно продолжаешь смотреть, ты продолжаешь от чего-то питаться. Невозможно сказать, что я отключился от всего. То есть, как ты отключился от Христа, убрал взор от Христа, от Слова Божьего, то есть взамен что-то, значит, пришло. И вот то, что будет уже наполнять, соответственно, и будет внутри менять тебя. Поэтому важно смотреть на Христа, важно смотреть на Слово Божие, читать Слово Божие, пребывать в Слово Божие. Первый псалом, где говорится, что блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, не стоит на путях грешных, но размышляет о законе день и ночь. Вот кто. И он будет как дерево посажено при потоке вод. То есть вот блажен муж. И во всем, что он не делает, что написано, он преуспеет. Аминь. Это вообще Аминь. крутое обетование. Да. Согласен со всем. Подписываюсь под всем вышесказанным. Как вы пришли к тому, что вы можете сказать, да, простите, здесь что-то не то пошло? Как это вообще? Мужское эго сильно? Да просто понимание, что Совпало. ты человек, ты не идеальный, ты можешь ошибаться. Дурацкая такая позиция, что если я еще тем более служитель, я идеальный. Я не могу быть там каким-то слабым, чему Господь меня учит, вот этому пониманию, что несмотря на то, что ты служитель, да, ты не совершенный от этого, ты не идеальный, и от того, что ты где-то даешь слабину, это естественное такое состояние, и тебе очень важно быть таким открытым к критике, к упрекам, к каким-то обличениям, да, это очень важно. Потому что мне вообще кажется, что как только человек перестает слушать какую-то критику, обличение, как только он себя для этого закрывает, это начало его конца просто. Он может себя загнать в такие дебри. Вот Саул, кстати, был одним из примеров. Он не способен был воспринимать, что ему говорят. Конечно, по-человечески это неприятно. Да, 100 пудов. И в любом случае каждому придется смиряться. Это не так, что вот ему надо смиряться, а я свободен от этих вещей. Я, смотря на себя, ты всегда понимаешь, что как будто ты самый-самый такой человек, у которого гордость, она зашкаливает. Критику он не способен воспринимать, но ты понимаешь, что есть здравый смысл, ты понимаешь, что-то говорит Слово Божие, и пусть твои чувства говорят обратно, но ты смиряешься, понимаешь, что тебе нужно в этом двигаться, меняться. Конечно, это не всегда получается, что с первого раза, или ты сразу станешь таким, но если ты хочешь, понимаешь, что ты хочешь в этом двигаться, то у тебя обязательно это получится. Ты этому учишься. Порой путем, скажем так, я благодарен, например, Отцу Небесному, там, где я получал наказание. Бывали такие моменты, приходили в мою жизнь, я понимал, что это явное за мое непослушание. Это было как наказание. Учиться тому, чтобы принимать даже такое, потому что многие отвергают, многие обижаются на Бога, говорят, почему я тебе сделал вот это, я служил, а ты вот так сделал, обиделся и ушел. То есть не обижаться, признать, что в каких-то вещах ты не прав, и если даже последствия приходят наказание, готовность принять и довериться Богу. Да, ну, короче, мне кажется, без боли не вариант, но влечет за собой исцеление. Ну, когда ты принимаешь это, ты исцеляешься, да. ты меняешься. Жизненный принцип.
который как-то олицетворяет вас как мужчин? Ну, мы, наверное, уже и все это время и проговорили. Про эти разные все- принципы, Да, да. про все эти вещи. Ты это понимаешь, ты это видишь, ты это культивируешь. Готов эти принципы внутри. Я не говорю даже это выйти и с кем-то спорить. Но внутри ты хранишь эти принципы. Ты не позволяешь дьяволу, то есть украсть, нарушить эти принципы. И ты понимаешь, если ты сейчас нарушишь, то все это разрушится. То есть ты стараешься придерживаться, хранить, оберегать, защищать. И там, где дьявол иногда какие-то вещи говорит, то есть ты опровергаешь. Ну, то есть это все начинается внутри тебя. То есть, если даже вокруг все будут поступать так и вести себя совсем по-другому, и не будет рядом с тобой, как Салман, скажем, но ты все равно должен понимать, что есть Иисус, есть Слово Божие, ты хранишь эти принципы глубоко в своем сердце, не позволяешь переступить за эти вещи. Для меня, наверное, последние годы моей жизни актуальный принцип, то, что дающему даст. Господь, Он открывает окна небесные тем, кто дает. Не тем, кто ждет, пока у него будет куча денег, чтобы давать. Да, money. Ну, то есть Господь открывает эти окна. И этот принцип, которым вообще мы в целом, мы строим свою семейную жизнь с моей женой на этом. Сеяние и жатвы. Что ты посеял, то и пожал. Очень важно понимать, что то, что в твою жизнь порой приходит, как Стас говорит, ну, это следствие твоих каких-то решений. Ты держишь это в голове и не винишь других из-за этого. Вот это он виноват, это правительство виновато, это вот все козлы вокруг, а я жертва обстоятельств. Этот принцип мне на самом деле всегда помогает помнить, что что-то со мной Господь хочет сделать, что-то в моем сердце Он меняет. Ставьте лайки обязательно. Оставляйте, может быть, интересующие вас вопросы. Наслаждайтесь, впитывайте, учитесь и с миром Божьим. Спасибо за просмотр. Похлопаем! Есть. Уже поздно.